Представьте, вот что в моей руке сейчас две веревки. Представили? То есть я перевязал их. Некоторые умники приходят и говорят: как вы можете это делать, шейх, это беда. Это не беда. Что это? Как развивать ислам? Да потому что мы живем в таком мире. Все вы видите, что творится во всем мусульманском мире. Последнее это событие в Казахстане. И валлахи мы живем в это время. И об этом пишут многие современные ученые проповедники. И словно вишенка на этом торте, который гнилой изнутри и будет говорить о людских делах. Аллах Субхану Тааля 88 раз обращается в своей книге к людям: о те, которые уверовали, соблюдайте договора. Дорогие братья, Аллах в своей прекрасной книге в суре Аль-Маида начинает эту суру со слов, с аята: «Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману ауфу бил'укуд. Я айюхаллазина аману ауфу бил'укуд». О те, которые уверовали, будьте верны договорам. Кулиф переводит обязательствам. Будьте верны, о те, которые уверовали, будьте верны договорам, обязательствам. И так далее по тексту аята. И сегодня я хотел поговорить именно об этом. О злободневной такой проблеме нашей. Эта сура одна из тех, сура сама по себе Аль-Маида, что была полностью, или вернее большая ее часть, ниспослана пророку ﷺ, когда он был на верблюдице. Так передаются в риваятах, в сообщениях. Пусть они слабые, но в совокупности они указывают на то, что это сообщение можно принимать. И многие муфассиры приводят это. И говорится о том, что «Мин сикли ма назаля аля Расулилля саллаллаху кадат ан танкасир». То есть это верблюдица готова была поломаться. Из-за бремени и тяжести той суры, которая была ниспослана, а большая ее часть была ниспослана сразу, на пророка Мухаммада саллаллаху. Еще раз подчеркиваю, это та сура, которая начинается со слов: о те, которые уверовали. А если Аллах говорит и обращается: о те, которые уверовали, что это значит? Ансит, значит внимательно слушай. Имма хайран ту'мар, либо тебе будет велено добро, которое ты должен совершить, ва имма шарран тунха, либо это зло, которое тебе Аллах запретит. И в любом случае это обернется тебе благом. И в целом Аллах Субхану Тааля 88 раз обращается в своей книге, в последней книге, в последнем писании, ниспосланном человечеству, к людям, к верующим: я айюхаллазина аману. То есть этот оборот проходит в Коране 88 раз. Может, я ошибся? Перепроверьте. И 15 раз именно в этой суре проходит. 15 раз. И именно с этого оборота Аллах Субхану Тааля начинает эту суру. О те, которые уверовали, соблюдайте договора. Дорогие мои братья, давайте же пристально с вами глянем на это слово. На это слово аль-акуд, вокруг которого мы сегодня, которое мы будем с вами обсуждать, говорить и так далее. Что значит аль-акуд? Представьте, вот что в моей руке сейчас две веревки. Да? Вот две веревки, представили? То есть я перевязал их, работту бейнахума. Это акд по-арабски или нет? Нет, это еще не акд. Если я их перевязал, работту бейнахума, а потом еще и скрепил, затянул туго, крепко, сильно, тогда это стало акд, в русском языке узел. Очень важно понимать этимологию слов, потому что когда мы рассуждаем о чем-либо,
мы все равно остаемся в рамках языка, на котором рассуждаем. И важно понимать этимологию, поэтому я на этом делаю сейчас акцент. Потому что наше сознание, подсознание все равно уводит нас под ассоциативными рядами. Мы не так воспринимаем информацию. Понимаете? Ну вот в русском языке договора. Ну как бы ассоциативный ряд какой? Мы с вами договорились, меня устроило, вас устроило, пожали руки и пошли дальше. Делать то, что нам по душе. Да, этот смысл присущ в этом слове. Но в арабском языке этимология на другое указывает. На то, что скрепили, затянули. Не на то, что договорились. И поэтому Кулиев переводит обязательства, не договора. Контекстуально. Почему? Потому что именно в этом аяте о чем речь идет? Именно в этом аяте речь идет о всем, о всех договорах идет. О договорах с Творцом и творениями в том числе. Именно поэтому слово акида, от этого слова идет. Акида. Да, иман есть. Но в чем разница между иманом и акидой? Иман — это вера наша. Это вера, которая может колебаться, подниматься, опускаться. Иман растет, падает, да? Но акида, вера, убеждение, это уже узел. Это то, что ты скрепил, в которой нет сомнения. Это сила. Это все. Это твой завет Всевышнему. Быть верным этому завету. Соблюдать все, что сказано. Все, что предполагает столпы имана. И соблюдать все, что он велит, и все, что он запрещает. Надеюсь, я достучался до ваших сердец и до вашего ума. Итак, поэтому в тафсире к этому аяту что говорится? Аль-акуду хамс. Договора или обязательства 5. Акду лайман. Поэтому в Коране проходит ма'акаттум бихи айман. То есть клятвы, обеты, которые мы даем. Когда клянемся, это тоже договор. Акду никях. Отдельная тема. Никях тоже брачный договор. Акду аль-ахд. Акду аль-бэй'. Акду сильф и так далее. То есть широкое понимание этого слова. Все виды договоров, все виды взаимоотношений. Как с Творцом, так и творениями. Дорогие братья, почему, собственно, я сегодня затрагиваю эту тему? Да потому что мы живем в таком мире. И все вы видите, что творится в мире. Во всем мусульманском мире. Последнее это события в Казахстане. Самые яркие. Мы живем в этом таком мире, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям предвещал и говорил нам. А что он нам говорил? Он говорил: хайру уммати карни. Он говорил: лучшее поколение — это мое поколение. Сумма лазина ялаунахум. Затем те, которые придут после. Затем сумма лазина ялаунахум. Затем те, которые придут после. Он сказал дважды или трижды. То есть это сахаба, табиун и таби'ин. В крайнем варианте это лучшее поколение. То есть это аргумент в пользу того, что мы должны брать пример с тех поколений. Смотреть на наше наследие и следовать этому наследию. Да, дальше что говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Сумма, а затем придут люди. И валлахи, мы живем в это время. И об этом пишут многие современные ученые проповедники. Яшхадун ва ла юсташхадун. Которые свидетельствуют, хотя их не просят быть свидетелями. Ва яхунун. И предают. Являются изменниками. Ва ла ютаманун. Хотя их не просят. Ва янзурун. Ва ла юфун. Обещают. Дают обещания и не выполняют их. Ва ядхару фихиму саман. И в них проявится тучность. Тучность в них проявится. Что значит тучность? Ученые объясняют в прямом и переносном смысле. И это можем видеть, да? Тучность, то есть полные люди. Но и переносный смысл имеет место быть. Тучность имеется в виду, заплыли богатством. То есть много денег, заплыли. В этом смысле. Надеюсь, вы поняли. Это те времена, про которые
посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, удивительный хадис, субханаллах, когда слышишь, когда вот читаешь, как будто наблюдаешь за нашим 21 веке. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саяти аля нас», придут такие времена к людям, «санаватун хаддаат», коварные года, коварные времена. «Юсаддаку фиха аль-кадиб», будут верить лгунам в это время. «Ваюкадзабу фиха садык», а правдивым не верить, обвинять их во лжи. «Ваютаману фиха аль-хаин», предателям будут доверять. «Ваюхаввану фиха аль-амин», хотя достойно верить, будут обвинять в предательстве. «Ваянтаку фихим фиха ар-руайбида», и будут говорить ар-руайбида. Сподвижники не поняли, что такое руайбида. И спросили: о посланник, что значит руайбида? Он сказал: ар-раджулю тафих ятакалламу фи амри аль-ам. Глупец, который говорит о людских делах. Глупец, который говорит о людских делах. Это то, что мы видим в современное время. Да, дорогие братья, мы живем с вами в коварные времена. Хотя эти времена, они не сами по себе коварные, обманчивые. Нет. Они определены так, потому что люди в эти времена говорят и делают такие дела, которые являются коварными. Это дела людские, не время само по себе коварное. Как это объясняет один из величайших ученых ислама. Мы живем с вами в те времена, когда логика перевернута наизнанку. Все перевернуто сверх на голову. Только задумайтесь. Лгунам верят. Людям правдивым не верят. Коварным людям доверяют. Людям достойным доверия не доверяют. Считают их предателями. И словно вишенка на этом торте, который гнило изнутри, и будет говорить о людских делах руайбида. Глупцы. Пустые. Пустые люди. Знаете, дорогие братья, когда занимаешься общественными делами, мусульманскими делами, делами уммы, эта картина, вот про которую я сейчас говорю, да, она описанная в хадисе, она еще видна ярче. Словно ты видишь ее вот прям в подзорную трубу. А иногда даже под микроскопом, когда тебе приходят, начинают рассказывать свои проблемы, жаловаться, обращаться там, в шариатские суды там, и тому подобное. Когда к тебе обращаются раз за разом мелкие и средние бизнесмены, к сожалению, у нас больших таких бизнесменов-мусульман нет, это отдельная тема для разговора, которые пожали друг другу руки и начали работать, а это значит, что они доверились друг другу сердцем и душой, в первую очередь. Это критерий ценности. А также доверились деньгами, а это критерий цены. Перемешали свои капиталы, ресурсы, кто что. Кто вкладывает свой труд. Но, к сожалению, проявили беспечность, халатность к заповеди Всевышнего. О, те, которые уверовали, и то это, с чего я начал сегодняшнюю хутбу. О, те, которые уверовали, ауфу биль акуд, потому что только заключили, вроде бы договорились, и сразу же разругались, поссорились, и уже готовы чуть ли не подраться, ва'аязу билля. А это что? Это халикатуддин, да? Это все, отношения испортились, а это сбривает религию, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил. Причем оба,
А почему оба, я говорю? Почему оба? Зачастую оба. В конкретном случае я имею в виду то, что оба проявили халатность и беспечность, потому что не записали это, не зафиксировали это. Хотя самый длинный аят в Коране какой? О чем он? Это из суры Аль-Бакара. Аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юхаллазина аману, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, иза тадаянтум бидайнин иля аджалин мусамман фактубуху валь яктуб байнакум катибун бил адл» и так далее. О те, которые уверовали, опять же, о те, которые уверовали, если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его. И пусть писарь записывает его справедливо. Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха своего Господа и ничего не убавляет из него. Аят на целую страницу, один аят на целую страницу. Саади, рахимахуллах, комментарий к этому аяту что говорит? Творец заповедал своим рабам заботиться о сохранении их прав во время сделок и соглашений посредством полезных правил, которые настолько прекрасны, что даже благоразумные люди не способны придумать более совершенные и так далее. Аллах Субхану ва Тааля нам все дал. В исламе все есть. Все написано, расписано. Бери, пользуйся. Дорогие братья и сестры, ислам это не просто поклонение в узком смысле этого слова. Да, мы созданы для поклонения. «Вама халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». Как Аллах говорит, мы создали людей и джин для того, чтобы лишь исключительно они нам поклонялись. В широком смысле этого слова. Ислам это не просто ходить в мечеть, дорогие братья. Поститься, отращивать бороду, сунна, надо соблюдать. Но это не просто, это не есть весь ислам. Укорачивать усы, да, это сунна, ее надо соблюдать. Пользоваться сиваком и так далее. Этим не ограничивается ислам. Ислам, дорогие братья, это образ жизни. Это образ жизни верующего человека, познавшего своего Господа, почитающего его права своего Господа, который шаг за шагом достигает успеха в современной жизни, монетизации и капитализации. Вот что ислам. А ведь деньги это колесо жизни, как говорят арабы. Эль-малю аджалятуль хая. И когда Аллах Субхану ва Тааля побуждает к борьбе на пути Всевышнего, он практически во всех аятах, за исключением одного, что говорит: жертвуйте имуществом, деньгами, а потом жизнью. Хотя жизнь дороже, чем имущество. А как его жертвовать, если мусульмане сегодня не способны договариваться, соблюдать договора и быть успешными в этом? Как, если их нет? Как развивать ислам? Как? Наша вера, дорогие братья, прекрасная вера. Это образ жизни успешного человека, который не должен уступать в 21 веке место для обманщиков и лгунов, которым, к сожалению, будут верить, как сообщил нам об этом пророк в выше приведенном хадисе. Наша религия, дорогие братья, это образ успешного человека, который не должен уступать место для изменников и предателей, которым будут, к сожалению, доверять во времена смуты испытаний, как об этом сообщил нам посланник Аллаха. Наша вера, дорогие братья, это идеология ответственных людей, которые не будут давать место пустым людям, никчемным людям, которые будут из себя пытаться представить кого-то и говорить об общественных людских делах.
Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем и восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь к Нему мы взываем и уповаем на Него. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не сбьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Амма ба'д. Подводя итог, дорогие братья и сестры, нам необходимо серьезно относиться к сфере взаимоотношений в 21 веке. Это отдельная часть в исламском праве. Исламское право делится на две огромные части. Фикхуль айбадат, поклонение, фикхуль муамалят и взаимоотношения. Это также часть нашей религии. И как и в намазах, посте есть рукны, которые мы изучаем, обязательные элементы, ваджибат, желательное, нежелательное и так далее, так и в договорных отношениях все это есть. Обязательные положения, существенные положения и виды договоров, которые, к сожалению, мусульмане не знают. И идут, занимаются этим. А потом наломают дров, приходят и что? И жалуются. И братские отношения портятся. Это сбривает религию, как говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя они обязаны это знать, коли решили этим заниматься. А как вы можете себе представить? Человек встал на намаз, и он не знает вообще, что делать, как делать, что обязать, что нет. Он будет изучать это, правда? То же самое здесь. Он обязан это изучать, если он решил заниматься бизнесом. Он обязан это знать все. Какие виды договоров бывают, какие существенные положения бывают. Он обязан это все зафиксировать должным образом. Отдельная тема для разговора. Это акду никях. Это договора, брачные договора, о котором Аллах Субхану ва Тааля сказал: если вы пожелали заменить одну супругу другой, то есть если невозможно жить и решили развестись, жениться на другой, если одной из них вы подарили кантар, имеется в виду махар дали, в огромном размере, то ничего не берите себе из этого, то есть не поступайте несправедливо. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Аллах осуждает это, а потом говорит: как вы можете отобрать это, если между вами была близость, интим имеется в виду? И если они взяли с вас суровый завет, митакан галидо, Аллах определил этот брачный договор как митакан галидо, как суровый завет. А посланник Аллаха что об этом сказал? Он сказал: инна ахакка шурут ан туфу бихи мастахляльтум бихи фуруч. Те условия, договорные условия, которые достойны соблюдения, они все, безусловно, достойны. Но самые из них, которые мы обязаны соблюдать, это что? Это те условия, посредством которых чужие люди, чужие друг другу половые органы, если буквально переводить, становятся друг для друга дозволенными. Как сказал посланник Аллаха. В другой версии: инна хакка шурут антуфу бихи мастахляльтум бихиль фуруч. И много других риваятов относительно этого. И когда сегодня имамы, муфтии, будучи опекунами новопринявших сестер мусульманок Украины, которые приняли, будучи опекунами, назначают махры, который обязан, мужчина дать, и про который Аллах говорит в этом аяте, который я приводил. В виде социальной защиты для этой женщины. Бывает 10 тысяч долларов, бывает квартира, бывает машина с привязкой к разводу. Некоторые умники приходят и говорят: а как вы можете это делать, шейх, это беда.
Такие приходят, умники говорят. А бросить эту сестру, попользоваться ее честью, она могла оказаться чьей-то сестрой, чьей-то дочкой, чьей-то племянницей. Это не беда, это не фиск, это не зульм. Что это? И такие умники находятся, которые приходят и говорят, что вы делаете, типа, это неправильно по шариату и тому подобное. Итого, дорогие братья, как я сказал, никах это отдельная тема для разговора. Я начал с этих слов и завершаю эти словами. Я аюхаллазина аману ауфу бил укуд. О те, которые уверовали, будьте верны, исполнительны, соблюдайте договора, будьте обязательны.